Добрый вечер. Это Якутия день за днем. Рассказываем о главных событиях в Большой Республике и за ее пределами. Я Александр Лысак. Смотрите сегодня. Голубое топливо для Старого Света. Морская часть трубопровода «Турецкий поток» завершена. Россия собирается наладить поставки газа в Европу уже к концу 2019-го. Сколько километров труб проложили за 2 года строительства? Реализация проектов подобного рода и этого, в частности, яркий и хороший пример умения защищать свои национальные интересы. 8 тысяч пациентов в год. Новый перинатальный центр Якутска готов помогать мамам и детям. На подмогу отечественное оборудование. В нашем репортаже комментарии медиков и эмоции родителей. Я уже сам все это ощутил, столько всплеск эмоций, что аж показалось, как будто сам почувствовал эту боль. Готова ли Якутия к раздельному сбору мусора? Регион на пути к новому закону об обращении с твердыми бытовыми отходами. Он вступает в силу с Нового года. Справимся ли с горами мусора? Пора таки научиться, как живет цивилизованный мир, да, отдельно складировать отходы. Дотянули. Поселок Серебряный Бор Нерюнгринского района до сих пор не выполнил программу переселения из аварийного жилья. А с 1 января 2019-го уже новая программа. Теперь в спешке покупают жилье на вторичном рынке. Дома брошенные, никто не строит, а программа очень нужна. Самый дорогой Новый год в Якутии город Мирный выделил на подготовку к празднику 4 миллиона рублей. Чиновники уверяют, раньше на мишуру и елки тратили больше. Что думают жители алмазной столицы о таких расходах? На самом деле мероприятия-то мы вообще все проводим мизер. День города, Новый год. Вот все то, что самые затратные мероприятия. Российский газ на пути в страны Европы. Владимир Путин отдал команду на укладку последней секции морского участка трубопровода «Турецкий поток». Президент России отметил, что он отразится на геополитическом положении не только нашей страны, но и Турции. По дну Черного моря на глубинах, достигающих 2000 метров, за 2 года удалось проложить 2000 километров труб. По первой из 2 ниток газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй транзитом через турецкую территорию может пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы, пояснил Владимир Путин. Впереди укладка сухопутной части турецкого потока. Рассчитываем, что эти работы будут вестись такими же ударными темпами с тем, чтобы запустить газопровод, как и планировалось до конца 2019 года. Ввод в эксплуатацию турецкого потока, безусловно, позволит нашим странам качественно расширить сотрудничество в газовой сфере, а также станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. Проекты подобного рода и данный проект, в частности, не направлен против интересов кого бы то ни было. Проекты подобного рода носят исключительно созидательный характер. Они направлены на то, чтобы развивать отношения между государствами, повышение на этой базе благосостояния граждан наших стран. Реализация проектов подобного рода и этого, в частности, яркий и хороший пример умения защищать свои национальные интересы. По турецкому потоку предполагается перевозить 31 миллиард кубических метров природного газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что строящийся трубопровод – сложный проект с высочайшими стандартами. Напомню, турецкий поток стал альтернативой проекта «Южный поток» после того, как Болгария отказалась от участия. Турецкий поток предполагает строительство газопровода по морскому дну до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Трубопровод состоит из 2 ниток мощностью по 15 миллиардов кубометров каждая. Первые поставки российского газа по новому газопроводу ожидаются в 2020 году. Для нас Российская Федерация является долгосрочным, надежным другом, а также, как и в этих проектах, очень важным поставщиком природного газа.
Türkiye Rusya'dan Турция в 1987 году из России до нынешнего момента всего 387 миллиардов кубических метров природного газа уже закупила. И это очень важная цифра. Одновременно с этим эта картина показывает наши отношения в сфере энергетики, так же, как и в других сферах сотрудничества, показывает, что мы прошли уже через все возможные тесты на прочность наших отношений. В рамках двусторонних отношений мы никогда не определяли на отношения в зависимости от каких-то давлений третьих стран. Эксперты уверены, для Турции этот газовый проект значим не только как транзитный. Он повышает роль страны и выгоден ей экономически. У турецкого потока есть серьезное фундаментальное основание в виде растущего спроса на импортный газ в Европе. Я думаю, что интересы России и Турции во многих сферах совпадают или очень близки. Москва заинтересована в Южном пути для российского газа. В то же время Анкара является и получателем, и страной-транзитером. Благодаря турецкому потоку она может превратиться в главный центр распределения газа в Южной Европе. Доставка газа потребителям должна быть надежна, конкурентоспособна, безопасна и независима от политической конъюнктуры. Турецкий поток полностью удовлетворяет этим требованиям, работает на них. России нужны рынки сбыта и надежный транзит. Для Турции проект важен в стратегическом плане, потому что он поднимает ее значимость для Европы. С Турцией не только газовые отношения. Анкара проявляет интерес к российскому вооружению. Но в первую очередь наша страна должна обеспечивать собственную обороноспособность. Владимир Путин обсудил с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса реализацию гособоронзаказа и программы вооружения. Напомню, к 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте России должна составить не менее 70%. Это позволит сохранить стратегический паритет и надежную защиту границ от внешних угроз. В этом году Министерству обороны страны на создание и серийное производство вооружений и военной техники выделены 1,5 триллиона рублей. Отдельными предприятиями. Особое внимание, как и раньше, уделяется разработке и постановке перспективной системы комплексов, которым предстоит определять будущее наших вооруженных сил на годы вперед. На середину ноября в рамках заданий гособоронзаказа в войска уже поставлено около 2000 основных образцов вооружения и военной техники. Среди них 74 самолета и вертолета, 80 беспилотных летательных аппаратов, 4 полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-400, 5 надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин. Особо отмечу, что по большинству тактико-технических характеристик российское вооружение последних поколений превосходит зарубежные аналоги. Что касается зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», западные журналисты решили сравнить их с американскими аналогами. Наш корреспондент Юрий Осипов ознакомился с результатами, и они, мягко говоря, не в пользу иностранных разработок. Триумф российских разработчиков. Отечественный зенитно-ракетный комплекс С-400. Как суперкар в мире автомобилей. Только здесь на первом плане не скорость разгона, а боевые качества. Иностранные журналисты сравнивают ЗРК с гордостью американской военной промышленности – системой ТААД. Первое преимущество российского комплекса – цена. С-400 на данный момент стоит $500 миллионов. При этом американские батареи Patriot PAC-2 и ТААД стоят 2 миллиарда и 3 миллиарда соответственно. Американские СМИ утверждают, что российское оружие выигрывает в стоимости за счет того, что поставляется без технической поддержки. Когда зарубежные военные покупают американское, то кроме самого заказа они покупают и сотрудничество с военными США. И плюс к этому обслуживание и техническая поддержка составляют большую часть разницы стоимости. Российский С-400 превосходит американский ТААД не только в цене, уверены журналисты западного телеканала CNBC. Патриот в 2 раза дороже и в 2 раза менее эффективен, чем наш ЗРК. У С-400 ракета стартует вертикально и доворачивает на цель самостоятельно.
Поэтому нужно как минимум в 3 раза меньше пусковых установок для поражения цели. Вместе с тем эксперты отмечают, комплексы слишком разные, сравнивать сложно. Они создавались для решения разных задач. С-400 для борьбы с авиацией и крылатыми ракетами, а ТHAAD против баллистических ракет. По дальности поражения цели российские С-400 впереди американской разработки. 400 километров против 200. Ракета «Триумфа» выбрасывается из контейнера вертикально и ориентируется в любую сторону уже в воздухе. ТHAAD же имеет фиксированный сектор обстрела. 90 градусов по горизонтали и 60 градусов по вертикали. Если атака будет не с расчетного направления, комплекс придется разворачивать. Потенциальных покупателей у отечественной разработки больше. Например, власти Турции заявили, что приобретение С-400 – это решенный вопрос. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу на встречах с госсекретарем Майклом Помпео подтвердил покупку российских зенитно-ракетных комплексов. Мы находимся на этапе отбора персонала для обслуживания зенитно-ракетных комплексов. Эти люди в начале 2019 года будут отправлены в Россию на обучение. Страны предпочитают российские системы даже несмотря на угрозу санкций со стороны США. Проблема заключается в том, что эти системы несовместимы с другими системами, которые используют страны НАТО. И мы против того, чтобы наши партнеры и союзники по всему миру приобретали С-400. По мнению одного из собеседников телеканала CNBC, некоторые страны не желают связываться с американским оружием из-за запутанной системы получения разрешения на его поставку. Желание приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 выразили 13 стран. Вопрос о покупке обсуждали в частности Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак. Юрий Осипов, Якутия. День за днем. Сейчас короткая реклама. Через 2 минуты мы вернемся. Вот о чем расскажем далее. 8 тысяч пациентов в год. Новый перинатальный центр Якутска готов помогать мамам и детям. На подмогу отечественное оборудование. В нашем репортаже эмоции родителей и комментарии медиков. Готова ли Якутия к раздельному сбору мусора? Регион на пути к новому закону об обращении с твердыми бытовыми отходами. Он вступает в силу с Нового года. Самый дорогой Новый год в Якутии город Мирный выделил на подготовку к празднику 4 миллиона рублей. Что думают жители алмазной столицы о таких расходах? Вы смотрите «Якутия. День за днем», рассказываем о главном. 25 ноября в России отпразднуют День матери. Материнские руки – это воплощение нежности, сказал однажды французский писатель Виктор Гюго. Рука, качающая колыбель, правит миром. Это уже цитата шотландского рыцаря Уильяма Уоллеса. Чтобы помочь маме, которая ждет ребенка, в России построили почти 30 современных перинатальных центров. Их задача – оказание квалифицированной медицинской помощи новорожденным и женщинам в случаях сложной перинатальной патологии и рисков ее возникновения. 12 марта в Якутске открыли первый перинатальный центр на вечной мерзлоте. Половина установленного оборудования отечественного производства. Неонатальные аппараты помогут выходить детей даже с экстремально низким весом. Сарглана Захарова прошла по медицинским кабинетам, оценила качество техники и пообщалась с новоявленными родителями. В приемном покое круглые сутки кипит жизнь. Врачи внимательно осматривают каждую пациентку. Нельзя пропустить ни одной детали, ведь от этого зависят жизни. Кто-то уже сегодня впервые увидит своего малыша, а кому-то нужно еще подождать под наблюдением врачей. Биение сердца – самый дорогой звук для будущей матери. Ребенок здоров. Совсем скоро долгожданная встреча. Наталья и Роман Севрюгины без 5 минут родители. Первый крик, первая улыбка – самые ценные и незабываемые моменты. Готовились к важному событию основательно. Решили пережить все вместе. С начала родов и до появления на свет дочки супруги ни на минуту не расставались. Я уже сам все это ощутил, столько всплеск эмоций, что аж показалось, как будто сам почувствовал эту боль, которая... Ну да, действительно, это, походу, очень больно.
не объяснить словами. Эмоции бьют через край. Чудо, которое еще больше сблизило молодую пару. С открытия Республиканского перинатального центра партнерских родов стало в разы больше. Будущие родители все чаще решают пройти это испытание вместе. Приходят, бывает, приходят даже бабушки, мамы, ну, мужья, естественно. В отделении 10 родильных залов, светлые и просторные. В старом здании женщинам приходилось лежать в одной комнате по нескольку человек. Сейчас каждый зал индивидуален. Есть все для комфортных родов. Все они оснащены кроватью, индивидуальной кровати для одной женщины. Она поступает в процессы первого периода, значит, процессы схваток, лежит на этой кровати. Тут же она и рожает, потом после родов с ребенком лежит 2 часа у нас в отделении. Реанимационное оборудование тоже всегда наготове. В каждом зале по комплекту на экстренные случаи. Предугадать, как пройдут очередные роды, невозможно. Здесь нельзя шуметь, говорить громко, включать свет. В этих кувезах лежат совсем крошечные дети, которые появились на свет раньше времени. И персонал старается организовать им все условия, которые должны были их окружать последние месяцы внутри мамы. В отделении реанимации новорожденных сейчас находится 13 детей. Всего 18 современных кувезов. Круглые сутки за ними наблюдают врачи и медсестры. Выхаживают даже 500-граммовых малышей. За это время, которое мы проработали, у нас был самый маленький пациент, который весил 700 грамм. Сейчас он уже выписался домой благополучно. Работа в реанимации не из легких. Поступают дети с самыми разными диагнозами. Сложно как физически, так и эмоционально. В таких вообще отделениях реанимационных всегда есть недостаток персонала. Это чаще всего связано с тем, что очень сложная работа. Есть люди, которые просто не готовы работать с новорожденными детьми, тем более они со здоровыми, а с такими маленькими, которые нуждаются в особом уходе. Но несмотря на это, есть люди, которые готовы часами стоять у кувезов, только бы помочь маленьким пациентам выздороветь. Фания Галяутдинова 13 лет работает в реанимации новорожденных. Каждый малыш для медсестры как свой, родной. Какие чувства вызывают, когда вы видите? Нежность, даже боль за их страдания, страдаешь, стоишь, но ничего не можешь сделать, не испытав этой боли, ты не можешь помочь им. Стоишь, гладишь и извиняешься, и говоришь: прости, пожалуйста, но тебе это надо. Тяжелой свою работу не считает. Ничто не сравнится с радостью, которая переполняет сердце, когда малыши идут на поправку. А в другом блоке особое внимание требуется будущим мамам. В отделении патологии беременности поступают женщины с осложнениями. Одни приезжают планово, других госпитализируют экстренно. Плановые обычно женщины, когда поступают, лежат минимум 6 коек-дней, потом идут на естественные роды, или если есть плановое показания, то идут на плановую операцию кесарево сечения. Но с экстренными случаями непросто. Угроза – это сильный стресс для пациенток. Узнать, что ребенку плохо или есть проблемы – страшный сон для каждой матери. Состояние первое – шок. Общаемся с самой женщиной, общаемся с супругом. Бывают, родители приходят. Все им объясняем, все им рассказываем. Мы можем вызвать на консультацию психолога и провести беседу вместе с ним. Понимание, внимание и индивидуальный подход – все это было и в старых стенах роддома, в отличие от комфортных условий. Мамам, которые уже не в первый раз приезжают в роддом, есть чем сравнить. У нас душ был на всю патологию 1, 2, по-моему, душа, да, было. Стоишь чуть ли не там с утра до вечера и выжидаешь своей очереди. А тут прям все очень хорошо, телевизор, все светло, чисто, все новое. Конечно, первое впечатление очень светло, уютно, все чисто. Есть самое главное, вот по палатам отдельный туалет, душ, все. Ну, все по ходу, вот телевизор, вот в палате, все. Ну, разница большая. Разница не только в условиях, но и в цифрах. Приезжают в центры со всех уголков республики. За сутки врачи принимают по 18, а то и по 20 родов. В год 5-6 тысяч, а это 60% от общего числа. Остальной объем приходится на перинатальный центр Первой республиканской больницы. Там в год принимают больше 2000 родов. Статистика скупа на эмоции, но за каждой цифрой чудесное появление на свет нового человека. Саргалана Захарова, Джулустан Иннокентьев, Якутия. День за днем.
К сожалению, общая ситуация со здравоохранением, особенно в промышленных районах Якутии, вызывает вопросы. Когда ждать модернизации, как привлечь молодых врачей в те же Ленск, Мирный, Алдан или Нирингри, и когда уровень медицины в этих городах догонит Якутск? Об этом поговорили с Еленой Борисовой, министром здравоохранения Якутии. Елена Ефраимовна, задача перезагрузить здравоохранение промышленных районов озвучена властями республики осенью этого года. И возникает вопрос, вот почему в крупных промышленных районах, как пример это Нирингринский район, развитие здравоохранения, это уже говорят жители, остановилось на уровне 80-х, 90-х годов. Казалось бы, сосредоточены крупные промышленные предприятия. Денег, как нам кажется, должно быть много. Но почему возникает такая ситуация? Сегодня задача, поставленная Сергеем Сергеевичем, чтобы наша инфраструктура развивалась в комплексе. И сегодня мы знаем, что есть большой проект Южная Якутия, где развиваются большие промышленные структурные подразделения, такие как нефтегазодобывающие, угольные, алмазодобывающие. Естественно, здравоохранение не должно отставать. Есть приток населения, есть потребности, мы должны соответствовать и совершенствовать свою медицинскую помощь. Что же касается уровня 80-х, 90-х годов, то это, наверное, больше такое, немножечко, наверное, социальное направление, поскольку действительно такие фундаментальные там большие здания с большими колоннами, как размах советского периода, и не всегда удавалось уделять внимание материально-технической базе. Как раз именно здесь надо тоже поблагодарить главу и в том числе президента Российской Федерации о том, что сегодня появился федеральный проект национальный, который так и называется «Развитие первичного звена», где будет уделяться внимание именно структурным подразделениям, куда больше всего ходит население. Это поликлиникам, это больницам участковым, это фельдшерско-акушерским пунктам. Летом главой региона было дано задание о капитальном ремонте Нирингринской ЦРБ. Вот все-таки когда это произойдет и какого именно отделения это коснется? Потому что Нирингринская ЦРБ – это почти 20 зданий. Абсолютно верно, 39 с лишним объектов на Нирингринской территории. И это коснется конкретно детской поликлиники. Вот я уже не зря отметила федеральный проект. Он будет реализован в последующие 3 года, с 19-го начиная. Но именно по детскому стандарту поликлиники он начался еще в этом году. И нам повезло, что Нирингринская больница, детское отделение попало в этот проект. Порядка 100 с лишним миллионов сегодня на это предусмотрено. Закончены уже все проектные работы. И сегодня идет вопрос уже конкурса по объявлению конкурса непосредственно уже по самим ремонтным работам. И думаю, что окончательно этих работ будет 2019 год, середина. Вот оснащенность кадрами для объектов здравоохранения – это ведь тоже большая проблема. Как она решается? Потому что, как правило, возникает такая ситуация. Действует у нас программа «Земский доктор». Врачи приезжают на 5 лет, а потом берут и уезжают. Вы действительно затронули, наверное, большую проблему, которая и в России сегодня существует, и, естественно, в Республике Саха-Якутия на селе особо ощущается. Земский доктор действительно замечательная была программа, и она существует сегодня. Порядка свыше 100 человек каждый год прикрепляется. За 5 лет 543 врача пришло на село и малые города. Здесь есть, действительно, очень четко отметили один нюанс. Когда 5 лет заканчивается, люди уезжают. И мы хотим как раз сегодня развиваться в этом направлении. Мы должны подготовить какие-то соглашения, какие-то наработки с муниципальными образованиями, чтобы они создавали ту инфраструктуру, которая была бы благоприятна для наших молодых специалистов, чтобы они закреплялись на том месте, где начали работать. Вот, возвращаясь к промышленным районам, когда нам ждать, что уровень здравоохранения в промышленных районах догонит уровень Якутска, например? Потому что в Якутске множество новых современных объектов здравоохранения есть. Сегодня разрабатывается программа, пока она 3-летняя. Мы надеемся, что в дальнейшем она будет пролонгирована до 2024 года, где как раз и говорится о развитии такого сетевого, точечного усиления здравоохранения. В первую очередь это промышленная группа, где будут открыты первично-сосудистые отделения, кабинеты централизованной онкопомощи. Допустим, на базе той же Алданской больницы мы планируем открыть высокотехнологичную медицинскую помощь по замене суставов, то есть ортопедию, ревматологическую помощь. То есть сегодня это такой масштабный
документ, который будет предусматривать все основные направления востребованности высокотехнологичной медицинской помощи на нашей территории. Сейчас короткая реклама, вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Готова ли Якутия к раздельному сбору мусора? Регион на пути к новому закону об обращении с твердыми бытовыми отходами. Он вступает в силу с Нового года. Дотянули. Поселок Серебряный Бор Нерюнгринского района до сих пор не выполнил программу переселения из аварийного жилья. А с 1 января 2019 уже новая программа. Теперь чиновники в спешке покупают жилье на вторичном рынке. Самый дорогой Новый год в Якутии город Мирный выделил на подготовку к празднику 4 миллиона рублей. Что думают жители алмазной столицы о таких расходах? Это Якутия день за днем, подводим итоги недели. Мусорный коллапс грозит 19 регионам России. В списке Москва, Бурятия, Магаданская область. Причины просты: отсутствие полигонов для утилизации отходов, исчерпание их емкости, а также резкое подорожание услуг для населения. Якутии, слава богу, среди мусорных субъектов нет. Напомню, в прошлом году в России вступил в силу закон, который закрепляет раздельный сбор отходов, а также содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к такой схеме сбора мусора. Старт реформы 1 января 2019 года. Ранее вице-премьер федерального правительства Виталий Мутко предупредил о резком росте тарифов на вывоз твердых бытовых отходов. В некоторых регионах серьезный рост страшно называть, заявил зампред. Наш корреспондент Кристина Якупова выяснила, кто будет утверждать новый тариф для Якутии и как сами муниципалитеты боролись с мусорной проблемой еще до масштабной реформы. Мины замедленного действия. В Якутии 500 мусорных свалок. Это только официальные цифры. Несанкционированных точек в разы больше. Причина – неэффективная работа с твердыми бытовыми отходами. Сейчас управляющие компании лишь собирают и увозят мусор. А вот доезжают ли контейнеры до свалок, никто не проверяет. Те юридические лица, которые эксплуатируют свалку, они не могут воздействовать на транспортировщиков. Да? Транспортировщик может куда-то свалить в лес. Да, и таким образом у нас образуются многочисленные несанкционированные свалки, а эта система подразумевает ответственность одного юридического лица в лице регионального оператора именно за всю систему обращения с отходами. То есть начиная со сбора, транспортирования, обработки, то есть это сортировка, да, потом дальнейшее захоронение либо обезвреживание этих отходов. Новую систему обращения с отходами запускают с 1 января. Вывоз мусора из жилищных услуг перейдет в разряд коммунальных. Тарифы будут устанавливать регионы. Например, в Якутии – Госкомитет по ценовой политике. Нововведение – раздельный сбор мусора. Стекло, пластик и бумага больше не окажутся в одном баке. Вот только чтобы обкатать схему, говорят специалисты, понадобится несколько лет. Первый пункт – самый сложный – строительство сортировочных станций. Затем поэтапный запрет на захоронение металла, стекла и резины. Все отходы – это отходы, а из них можно что-то сделать и даже полезное, и нужное. И в этом отношении вот нужно очень хорошо работать. Хотели мы собрать пластиковые бутылки. Не очень собирается, пока народ еще не дошел до этого. И будем много-много работать в этом отношении для того, чтобы как-то сознание людей будоражить, да? Простые якутяне уверяют, к реформам готовы. Мусорная проблема волнует каждого. Конечно, хотелось бы, чтобы все чисто было, и здесь заводы были, чтобы принимали пластмассу или еще экология чисто была. Кто разбрасывает мусор, где попало, и получается, что плохо для города. Я считаю, вы знаете, что пора таки научиться, как живет цивилизованный мир, да, отдельно складировать отходы. Его нужно перерабатывать. То есть нужно делать, я так считаю, какие-то заводы, чтобы была переработка мусора, чтобы не вывозить его на свалку. Нужно прессовать и вывозить куда-то, где на переработку.
Твердый мусор, скорее всего, лучше отдельно. Пластиковые бутылки там отдельно, металл отдельно. Конечно, было бы удобно. Серьезно ли ударит новая строка в коммунальных платежках по кошелькам якутян? В кабинетах чиновников воздерживаются от ответа. Ясность наступит до 20 декабря. Крайний срок для утверждения нового тарифа. В Жатае уже внедряют новую систему утилизации мусора. Там запустили инновационное оборудование по сжиганию коммунальных и бытовых отходов. Техника экспериментальная. Весной после всех испытаний установка перейдет на промышленные масштабы. Это уже будет полностью автоматизированная подача, будет конвейер. Ну а здесь мы сейчас какую задачу ставим перед эксплуатацией этого оборудования, экспериментального? То есть мы должны посмотреть, как все-таки в декабре при сильно низких температурах она будет работать. Мы можем утверждать, что мы минимально загрязняем окружающую среду, но при этом мы сжигаем мусор практически полностью. Сжигается мусор, и, соответственно, полигонов уже не требуется. 8 кубометров мусора установка сжигает за 2,5 часа. Мусоросжигательная установка позволит утилизировать все образующиеся в поселке отходы. В Жатае в среднем образуется свыше 30 тысяч кубометров коммунальных отходов в год. Если сейчас все отходы транспортируются на полигон в город Якутск, то с новой установкой этого не потребуется. Особенно эта установка актуальна, я считаю, там, где некуда вывозить мусор. У нас тоже в свое время была своя свалка. В итоге все равно те запахи, которые остаются и которые потом этот мусор разлагается, конечно, не вызывает каких-то восхищений со стороны населения, поэтому только жалобы. А вот эта установка, она позволит нам избавиться от тех проблем, которые у нас были. Установка в случае успешных испытаний пригодится в арктических и северных районах Якутии, там, где мусорные полигоны не строят из-за низких объемов. На улицах маленького села Теплый Ключ Тампонского района нет мусорных баков. Жители от них отказались 15 лет назад. Перешли на постоянный вывоз отходов. У нас вывоз мусора осуществляет управляющая компания, у которой на балансе имеется грузовой автомобиль, мы его называем в простонародье мусоровозка, который приезжает в установленное время, есть расписание, каждый практически день, зимой бывает через день какие-то моменты, и вывозят, находятся эстакады на улицах, их порядка 20-30 штук. Люди знают, в какое время приезжает машина, машина подъезжает, пакеты мусорно выкидываются в кузов, и все это возится на ближайшую мусорную свалку. На мусоросжигающие установки у поселка нет денег. К выносу мусора по времени жители привыкли. В 5 часов вечера начинается вывоз мусора. Подъезжаю перед эстакадой, сигналю. Люди выходят, выкидывают. Сейчас зимой мало мусора. Здесь просто люди уже как-то привыкли. Даже могу не сигналить. Они знают, что я в такое-то время подъезжаю, и они уже стоят, ждут. Среднестатистическая семья из Якутии выбрасывает 100 килограммов макулатуры и 1000 стеклянных бутылок в год. В масштабах субъекта огромные объемы. У каждой территории республики, центральной, западной, южной, будет собственный региональный оператор. Смогут ли они справиться с мусорной задачей? Ответить сложно. В Якутии есть проблемы с инфраструктурой и созданием специальных полигонов. Отдельные муниципалитеты научились справляться с этими трудностями. Одни используют технологии, другие правильно распределяют время. Станут ли региональные операторы использовать накопленный опыт в борьбе с накопленным мусором? Еще один вопрос без ответа. Кристина Якупова, Якутия. День за днем. И все-таки гор мусора в Якутии нет. Зато в некоторых местах есть мусорные реки. Мелочь, наверное, думают ленские чиновники. Иначе как объяснить халатное отношение к микрорайону Северный в Ленске? Люди годами пытаются добиться, чтобы началась нормальная откачка канализации. И все тщетно. Ни одна инстанция не смогла решить эту проблему. Люди пачками покупают медицинские маски, в квартирах отравляющий запах канализации. В каждой же квартире есть и резиновые сапоги, ведь под полами неприятная жидкость. Анна Кожевникова пообщалась с жителями многострадального микрорайона. Наша вода. Открытые колодцы прямо в подъезде жилых домов в микрорайоне Северный издают зловонный запах. Жители показывают, все протекает. Но решить эту проблему управляющая компания не спешит. Жильцы дома 23 по улице Спасателей сами как могут закрывают люк, чтобы запах проникал меньше.
но это помогает едва. То кордон мы закрываем, то линолеум ложим, чтобы только хоть вонь не шла оттуда. Жить-то нам как-то надо. Не знаю уже как. Протечки труб из-за изношенности канализационной системы, недостаточная откачка септика приводит к таким последствиям, считают жители. В каждом доме, наверное, так. Потому что в этом доме все время вода стоит то же самое, как у нас. Вот они в прошлом году ремонтировали септик, потому что у них вообще упали трубы. И Светлана Аюпова не одна выходит на поле боя с коммунальщиками. Проблемы не только на улице Спасателей, но и в других домах микрорайона Северный. Жители считают, что помимо вреда для населения, канализационные стоки оказывают вред, стекая в близлежащее озеро Щучье. Летом это вечный запах, вечные ручьи льются с горы туда, там же озеро находится, все это в озеро. Конечно, обращались и в саму промэкологию писали, получали только отписки, что все в порядке, согласно там как с НИПом, СИПом всяким. Летом форточки открыть невозможно, потому что запах стоит зловонный. Руководство общества с ограниченной ответственностью «Промэкология», которое обслуживает канализационное хозяйство микрорайона Северный, имеет свой взгляд на ситуацию. Собственниками сетей является администрация города, то есть, которая передала нам обслуживание, что нам передала это. Летом у нас на Северном грунтовые воды идут в септике, да, в колодцы, в канализационные, да, то есть то, что увеличивает объем, скажем, сырья, да, вывозимого. Зимой люди проливают отопление в канализацию, то есть не просто пользование, да, водой холодной, горячей для собственных нужд, а для того, чтобы там лучше грело отопление, да, они просто направляют слив в канализацию, и то есть наши машины возят не септик, а горячую воду, получается. Что касается субсидирования, которое выделяется на откачку канализации, по словам главного инженера промэкологии, его недостаточно. Но опять же, субсидирование рассчитано, так, начали, насколько мне память не изменяет, 3 года назад, да, за 3 года, то есть выросло и цены на топливо, да, расходы выросли, никто это не пересчитывал, да. То есть, и опять же повторюсь, то, что увеличились объемы. Мелкие ремонтные работы, как сообщил главный инженер, производятся, но вот на крупные денег нет. Но проблема так и остается нерешенной. Промэкология умывает руки, ссылаясь на изначально неправильно построенные канализационные сети и малые суммы субсидий, которые выделяются на откачку отходов. Власти города отказываются комментировать сложившуюся ситуацию. Жители продолжают задыхаться от зловонного запаха и бороться с канализационными стоками своими силами. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Дотянули. Поселок Серебряный Бор Нерюнгринского района до сих пор не выполнил программу переселения из аварийного жилья. А с 1 января 2019 уже новая программа. Теперь местные чиновники в спешке покупают жилье на вторичном рынке. Самый дорогой Новый год в Якутии город Мирный выделил на подготовку к празднику 4 миллиона рублей. Чиновники уверяют, раньше на мишуру и елки тратили больше. Что думают жители алмазной столицы о таких расходах? Вы смотрите «Якутия. День за днем», рассказываем о главных событиях. Федеральная программа переселения из аварийного и ветхого жилья, которая стартует с 1 января 2019 года, сохранит прежний формат. Люди будут получать новые квартиры метр в метр, заявил российской газете руководитель фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Он отметил, что новые механизмы пока обсуждаются, они будут предлагаться регионам на 2-м этапе действия программы. Это может быть и социальная ипотека, и создание в муниципалитетах собственного жилищного маневренного фонда. Новый этап расселения аварийного жилья рассчитан до 2024 года. Объем финансирования составит 507 миллиардов рублей.
431 миллиард федеральный бюджет, 75 миллиардов деньги регионов, 7 миллиардов внебюджетные источники. Предполагается, что за 5 лет жилищные условия улучшат 530 тысяч человек. Сейчас Минстрою России нужно решить несколько зависших проблем еще с прошлой программы, в том числе окончательно определиться с понятиями ветхое и аварийное жилье. Аварийное есть аварийное. Есть его критерии. Очень короткий критерий. Аварийное – это там, где опасно. Там, где тебя могут просто убить. А за это извинение уже ответишь по-серьезному. До 5-10 лет можно получить. Вот. Другое дело, что президент предложил, с подачи, естественно, Министерства и Фонда ЖКХ, определиться с понятием ветхое жилье. Вот что такое ветхое жилье? Переходит ли оно потом в аварийное или оно готово к капремонту? Вот эта задача стоит на полгода нашему министерству со всеми его структурами, подразделениями в наших городах и весях, с тем, чтобы разобраться и с этой категорией нашего жилья. У нас многие путали. Ветхое и аварийное считали одно и то же. Под программу расселения попадает аварийный фонд, который попал в реестр до 1 января 2017 года. Его общая площадь 12 миллионов квадратных метров. У Якутии почти 1 миллион аварийных квадратов. А расселить нужно в 2 раза больше, чем во время первого этапа проекта. Уже решено, регион получит от федерального центра 60 миллиардов рублей. Выразили благодарность и Сергею Вадимовичу Степашину, и Константину Георгиевичу Цицину за ту поддержку, которую мы сейчас получаем в рамках подготовки к началу реализации второго этапа. При этом мы получаем 60 с лишним миллиардов рублей из федерального бюджета. Это практически 14% всех средств, которые выделены по Российской Федерации на решением президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Есть, конечно, и проблема с некоторыми регионами. Например, в Карелии чиновники прятали аварийное жилье. Люди жаловались, наши дома признали аварийными, а в программу переселения мы не попали. Ранее Сергей Степашин заявил, что Якутия взяла на себя самые большие обязательства по переселению из аварийного жилья из всех регионов России. Республика продолжает объективно анализировать ситуацию с качеством жилья, в том числе аварийного. Мы уже не раз рассказывали, что в Якутии есть проблема с переселением из ветхого и аварийного жилья. В поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района люди, попавшие в программу уже год, смотрят на 5 недостроенных домов. Их должны были сдать еще в декабре 2017-го. Застройщик сорвал все мыслимые и немыслимые сроки. Кредит доверия компания «Созвездие» исчерпала напрочь. Пришлось разрывать контракт. С недобросовестным строителем распрощались, но жителям от этого не легче. Ключей от квартир ведь нет. Что дальше, знает Александра Цыбикова. Данный сбой в программе переселения привлек внимание правительства республики. Для решения данной проблемы с рабочими визитами в Нерюнгринский район не раз посещали заместитель председателя, председатель правительства и глава Якутии Айсен Николаев. В поселке Серебряный Бор у нас практически, можно сказать, уже сегодня сорвана программа переселения из аварийного жилья. Это недопустимо, и здесь, конечно, надо применять самые жесткие меры реагирования, как к застройщикам, допустившим такую ситуацию, так и к тем людям, которые достаточно, скажем так, халатно отнеслись к контролю за использованием бюджетных средств, которые были выделены, в том числе из федерального бюджета, на реализацию этой программы. На последнем рабочем визите зампредседателя правительства Республики Кирилла Бычкова было осмотрено 5 многоквартирных жилых домов, которые так и не закончил недобросовестный застройщик. На момент осмотра было насчитано общим числом 20 человек, выполнявших работу на незавершенных объектах застройщика «Созвездия». Компания должна была ввести дома в эксплуатацию еще в прошлом году. При этом застройщик получил почти 100% оплату по контракту, а это порядка 764 миллионов рублей. На заседании было принято решение завершить программу. Для того, чтобы эту программу завершить и переселение людей на вторичном рынке в городе Нерюнгри, приобретаем жилье, и в поселке Серебряный Бор. Первый этап мы уже отыграли, 81 семья, 103 миллиона было выделено, и уже отыгрывается, уже людям выплачиваются деньги. Люди уже начинают переселяться. И на втором этапе у нас 153 семьи, 200 миллионов тоже уже выделено. Понятно, что этой рабочей силы недостаточно, и строительная компания умышленно вводит в заблуждение правительство республики. В случае передачи недостроенных объектов выполненная работа строительной компании будет оценена экспертами, и материальная разница будет истребована в соответствии с законодательством. Что касается застройщика, прокуратура завела уголовное дело в отношении компании по статье мошенничества в особо крупном размере. Делаются необходимые запросы, делаются необходимые требования.
требования. Мы фактически ежемесячно в режиме осуществляем проверку этого уголовного дела и, когда надо, даем необходимые указания для проведения следственных действий. Несмотря на постоянные срывы в сроках реализации, сверборовцы считают необходимым продолжить эту программу. Но именно с достройкой новых домов на территории Серебряного Бора, а не закупкой вторичного жилья в городе Нерюнгри, чтобы не было оттока населения из поселения. Какой был большой, а сейчас уже маленький становится, чтобы детский сад не закрыли, больницы. Дома брошенные, никто не строит, а программа очень нужна. Люди нуждаются. Еще в ветхом жилье живут до сих пор. Половину поселка переселили в город. Мы теперь обеспокоены тем, что функционирует школа, поликлиника, даже почта. На днях и законодательный орган власти, делегация Госсобрания Илтумен, посетив Нерюнгринский район, уделила внимание данному вопросу. Делегация с народными депутатами республики и местными властями решили необходимым внести изменения в законодательство по программе переселения на 2019 год. Изменения тех направлений расходования средств по программе, которые касаются расходов на снос и рекультивацию, подготовку площадок. 2 дома остаются на балансе застройщика и должны быть завершены к концу этого года. А 25 декабря в поселок ожидается приезд комиссии из Министерства строительства и архитектуры республики, которая после экспертизы новостроек сделает вывод, укладывается ли на этот раз застройщик в обещанный срок и соответствует ли качество проделанной работы выплаченным средствам. Александра Цыбикова, Ял Амосов, Нерюнгри. И давайте завершим выпуск Новым годом. Россияне начинают готовиться к 2019-му. Ждут и новогодних каникул. Отдыхать будем с 30 декабря по 8 января. По данным различных опросов, жители страны готовы потратить на подарки близким людям больше 5000 рублей. Раскошелиться готовы и муниципалитеты. В Якутии рекордсмен город Мирный, алмазная столица, потратит на мишуру и елки 4 миллиона рублей. К году свиньи готовы во всех смыслах. Марфирина Алексеева пообщалась с чиновниками, они сказали, что это немного. Интересно другое, жители разделились на 2 лагеря. Одни поддержали траты, а другие выступили против. Главная елка Мирнинского района установлена. На ее закупку и сборку ушло около 2 миллионов рублей. Это меньшая часть расходов на празднование Нового года в алмазной столице. А общая сумма всего торжества – это приобретение праздничных украшений, организация мероприятий и новогоднего фейерверка – обойдется бюджету более 4 миллионов рублей. На самом деле елка недорогая, в отличие от якутской елки, знаю, потому что там елка всего у нас стоит 1 680 000. В этом году нам секвестировали статьи, и получается с каждым годом уменьшение, наоборот, у нас расходов. То есть раньше вы еще больше тратили? Ну, получается, да. Мнения жителей алмазной столицы разделились на 2 фронта. Одни считают, что такая трата необходима для создания новогодней атмосферы. Другие же думают, что эти деньги могли пойти на социальные нужды населения. Лучше бы потратили на улучшение города, жилищных вопросов, детских вопросов. Ну, такие вот траты на увеселение, это нецелесообразно. Очень высокий тариф на ЖКХ, на свет, на все буквально. Мы еле-еле выживаем здесь. Лучше эти деньги, как отправить на помощь малоимущим или еще на какие-то благоустройства города. В принципе, хорошо. Почему бы нет? Если народ веселится, если народу это нравится, то, я считаю, правильно делают. Это же все на благо все-таки города, а не в карман кому-то идет. Такую передовую позицию по республике показывать. Главное, чтобы всем людям радость, встреча Нового года. Мы все его ждем, это праздник детства. Праздник детства, на самом деле. Самое главное, чтобы все бы пользы пошло для народа, для жителей района. Не то, что мы такие, что мы проводим такие большие мероприятия. На самом деле мероприятия-то мы вообще все проводим на мизер. А вот такие именно, как День города, Новый год, вот все то, что самые затратные мероприятия у нас. День города, Новый год, все. Всем не угодишь, говорят организаторы торжества. В ближайшие дни на главной площади установят новую трехполосую горку из пластмассы вместо всеми привычной деревянной. А также впервые за долгие годы пройдет конкурс ледовых скульптур. В качестве жюри приглашен народный мастер Николай Степанов. Участниками же станут скульпторы со всей республики.
Чтобы площадь была красивая, вот мы решили организовать не просто, чтобы стояли один-два ледяных фигур, а именно хотим именно ледовый городок. Раньше мне было года 4, помню, и раньше тут строили много ледяных фигур, тут очень много их было. Еще висели гирлянды, там с зорницы, с алмаза, вот. Ну, короче, где-то 4 гирлянды висели и зацеплялись за макушку елки. Они еще светились, это было красиво очень. А сейчас такого, давно уже я такого не видел, чтобы много ледяных фигур ставили, замков всяких. Алмазный край. Этим все сказано. Финансирование культурной стороны города не должно уходить на последний план. Надо соответствовать, считает администрация. А население с нетерпением ждет праздник, надеясь, что сумма затрат оправдает ожидания. Марфирина Алексеева, Якутия, день за днем. Таковы итоги недели. Еще больше новостей на сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания.